Всем доброе утро, отличного настроения. С вами «Утро Якутии» на Якутия-24, НВК Сахат. Дарим позитив. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. И сегодня в нашем выпуске мы покажем космическую красоту. Мы увидим уникальные кадры с орбиты. Зарядка с Марией Расторгуевой и зарядка для вашего кота. Да-да, посмотрим на новый хит для котов на маркетплейсах. Велосипедисты, кофе и посредуха. Евгений Никифоров будет с нами на связи. Подростки и гаджеты. Где грань зависимости? Разговор с профориентологом Анной Гумницкой. А после идем на заливные луга за витаминным диким луком. Ну и плюс наши постоянные рубрики и ювелирная игра с призом от КРГ. Поэтому оставайтесь с нами. Особенно можете подписаться прямо сейчас на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и канал в мессенджере Макс. Именно там сегодня мы с вами поиграем. То есть, представьте, можно не просто провести интересное утро, но еще и получить за это презент. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какой презент приготовила нам погода. Итак, по состоянию на 6 часов утра на территории республики, по сведениям Якутского ГМС, на западе по Нижней Лени, на востоке, днем в центральных районах на юго-западе республики ожидаются дожди. Местами ливни, грозы на севере, северо-востоке, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер умеренный по Нижней Лени, на северо-западе и при грозах порывистый ветер до 17-22 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 25 градусов, при дожде плюс 15, плюс 20, на юге, юго-западе плюс 25, плюс 30, на севере, северо-западе, северо-востоке плюс 18, плюс 13, местами от плюс 3 до плюс 8 градусов. На 6 часов утра в городе Якутске температура воздуха была плюс 14 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Сегодня днем дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывы от 9 до 14 метров в секунду, а при грозе порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Слушай, ну, наверное, очень классно, когда вот начало лета, такая погода еще комфортная, такой раз сообщаешь всей республике, что сегодня на улице тепло и хорошо. Да, но сегодня гроза. Ну, гроза — это тоже по-своему здорово. Ну, когда она, знаешь, что без последствий, это всегда приятно. Ну, давайте поговорим о еще одном уникальном природном явлении. На прошлой неделе космонавты, находящиеся на борту корабля Crew Dragon, сняли уникальное северное сияние. Обычно узор на небе крайне малоподвижен и меняется очень медленно. Однако на этот раз оно буквально переливалось и танцевало. Причиной такой необычной динамики стал мощный выброс на Солнце, который заставил ленту хаотично извиваться. Ученые поясняют, что заряженные частицы после вспышки класса М5-7 врезались в магнитосферу Земли, вызвав это завораживающее шоу. Кадры, сделанные с орбиты, уже разлетелись по сети, напоминая нам, насколько красивой и непредсказуемой бывает наша Вселенная. Ну, потрясающие кадры. На самом деле, наверное, удивительно увидеть это своими глазами, представляешь, с орбиты. Ну, вообще, удивительно еще как бы с Земли увидеть, да? В наших-то широтах так, ну, бывает северное сияние, но он такое не сильно прямо завораживающее. А вот, конечно, на севере республики очень-очень красиво бывает. Ну, будем любоваться кадрами и, конечно, не только ими, делиться последними новостями. Передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Россия в этом году нацелена на отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, работа по линии Министерства иностранных дел России по согласованию соглашений будет активно продолжаться. Тем временем в Госдуме предложили расширить категории семей, которые могут получать прибавку к маткапиталу при рождении третьего и последующих детей. Соответствующий законопроект подготовили председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и председатель Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Новый законопроект предоставит доплату в размере 150 тысяч рублей для полноценного материнского капитала.
В Якутске с приходом лета началось активное благоустройство и облагораживание скверов, площадок и улиц с зелеными насаждениями. Среди них деревья, кустарники и цветы разных видов. Активная работа ведется, например, по улице Ларионова от набережной Романа Дмитриева, где уже высадили более 650 саженцев ели, яблонь, а также боярышника и акации. Такая же работа пройдет по улице Пояркова в районе между цирком и автовокзалом. Озеленение планируется провести и у сквера Матери. Мы стараемся ежегодно увеличить ассортимент древесных растений. Делаем более уклон на декоративные, высокодекоративные растения, цветущие. Это и яблоня ягодная у нас появилось в озеленении, и смородина альпийская появилась в озеленении, и большое количество растений, если честно, появилось в озеленении. К сожалению, в наших климатических условиях очень медленный рост у растений, да, особенно у древесных растений. И последние годы мы делаем уклон на профессиональное озеленение. И вот за 2 года мы видим, что процент приживаемости у нас намного увеличился и составил уже более 95%. Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах уже в начале этого учебного года. Об этом рассказала в интервью руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что во многих школах сейчас также популярны шведские столы. По словам Поповой, Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики. Если шведский стол в школе хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. Многие школы используют систему такого стола, добавила Попова. В Якутске на базе училища Олимпийского резерва стартовали летние учебно-тренировочные сборы для подростков от 11 до 18 лет. Организаторы подготовили 3 тематические смены, в рамках которых участники смогут погрузиться в профессиональную спортивную атмосферу. Программа первой смены сфокусирована на вольной и греко-римской борьбе. Также для воспитанников доступна секция бокса, дзюдо и стрельбы из лука. Тренировочный процесс обеспечивают высококвалифицированные педагоги. На время сборов ребятам предоставляется комфортное проживание и 3-разовое питание. В этом году намечается летний сбор именно отделение дзюдо. 3-й сезон будет проходить в августе, это с 5 числа по 19 августа. Будут набираться группа детей различного возраста. Будет очень большое такое спортивное мероприятие, скажем так, праздник дзюдо спорта. Вот. И на этих сборах мы будем выявлять хороших, талантливых, перспективных детей для дальнейшей работы, перспективы вместе с ними. Итак, информационная картина дня ясна. Ну а чтобы этот долгий летний день прошел так же ясно и продуктивно, нужно встретить его в движении. Ведь лето в Якутии – это лучшее время, чтобы напитаться силой. На связи тренер Мария Расторгуева. Мы готовы. Давайте сегодня зададим темп. Всем доброе утро, дорогие наши жители республики. Давайте со мной сделаем 5-минутную бодрящую зарядку. Поехали! Каждое упражнение делаем по минутке. Можете между подходами делать перерыв 15 секунд. Давайте начнем нашу зарядку с ходьбы на месте. Ходим, ручками активно двигаем, дышим, вдох через нос, выдох через рот. По 30 секунд будем ходить. Еще вдох, выдох, Хорошо. Сразу же начинаем шаг на месте, руки поднимаем вверх. Выдох, вдох. Дышать не забываем, чуть активнее работаем. Еще выдох, еще. Хорошо. Сейчас сразу начинаем шаг на месте и присед. Слишком широко не надо шагать. На ширине плеч шаг в сторону делаем. Садимся до параллели и выдох. Собираем ножку. Вдох, выдох. Еще. Дышать не забываем. На вдохе садимся, на выдохе встаем. За коленочками следим. Коленочки вовнутрь не заваливаем. Коленки смотрят в стороны носочка. Еще немножко. Вдох. Выдох и вдох, выдох. Хорошо. Следующее у нас ручки держим за голову и колено-локоть будем делать. На выдохе касаемся колено-локоть и выдох. Еще чуть активнее работаем. Выдох, вдох, вдох. Еще. Коленки выше.
корпусом. Скручиваемся. Еще несколько раз делаем. Есть, хорошо. Так, и последнее у нас. Разножку будем делать и удары перед собой. Ножки, разножка, удар. Крест-накрест должно быть, чтобы хорошо проснуться, подзарядиться. Еще. Прыгаем, прыгаем. Кому нельзя прыгать, кто сильно устал, можете шагово делать. Сразу выдох, вдох, выдох, вдох. На каждом ударе выдыхаем. Еще выдох. Еще несколько раз делаем. Есть, хорошо. Вот так, 5-минутная зарядка заряжает у нас на весь день. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Всем пока! Утренняя зарядка – это не игра, порой тяжело и не для вашего кота, к сожалению. Но вашему питомцу тоже нужны упражнения. Это прыжки, растяжка, реакция, охота. Без них стресс, лишний вес и разодранный диван. Боксерская груша для кота. Новый хит маркетплейса. Внутри груши спрятан колокольчик, а в перчатках кошачья мята. Поэтому мотивация отрабатывать двоечки у питомца будет запредельная. Кошачья мята – это природный стимулятор, который вызывает у кошек состояние эйфории благодаря веществу непиталактон, имитирующему феромоны. Под ее воздействием даже флегматичные питомцы становятся подвижными и игривыми. Игрушка крепится на присоске к гладким поверхностям. Пружинищая конструкция возвращает грушу после удара, а колокольчик внутри добавляет звуковую стимуляцию. Производитель утверждает, что такой тренажер пробуждает охотничий инстинкт и помогает выплеснуть энергию. В отзывах владельцы пишут, что коты гоняют грушу часами, падают от усталости и даже спят с перчатками в обнимку. Примерно треть кошек генетически невосприимчива к кошачьей мяте, так что перед покупкой стоит проверить реакцию своего питомца. С одной стороны, классная новость, то, что такая хорошая игрушка для кота, занять его, да, чтобы он был подвижен, а с другой стороны, используется какой-то стимулятор, чтобы отдельно кота промотивировать. Ну, он же, получается, природный стимулятор, поэтому, наверное, это не так критично. Просто, мне кажется, нужно не на постоянной основе его использовать. То есть поставил, котик поиграл, там день-два, убрал, отдохнул, потом опять поставил. Но на самом деле, сейчас я, кстати, заметила, что, правда, коты достаточно ленивые. То есть, если выросли дети, которые с ними в детстве играли, то как-то им, наверное, скучновато дома. Мышей нет, насекомых нет, от всего защищает. Да. Но если, допустим, ваш кот подпадает в те 30%, которые невосприимчивы к мяте, то он, наверное, будет в целом равнодушен к этой боксерской груше. Надо сначала проверить, восприимчив нет, а потом уже искать на маркетплейсе такую игрушку. То есть сначала дать ему понюхать мяту? Да, вообще игрушек с мятой на самом деле для кошек очень много. Серьезно? Да, раз. Я просто... Нет, там и мячики, и шарики, поэтому можно что-то небольшое, не значительные затраты понести, проверить. Если ему интересно, то отлично. Потом пусть занимается боксом. Потом пусть занимается боксом. Не интересно, тогда что? Надо искать другой какой-то вариант. Да. Но вот якутянам, в отличие от котиков, стимуляторы для утренней активности не нужны. Им достаточно компании, свежего воздуха и чашки бодрящего напитка. О том, как велосипедисты города устраивают себе самый душевный утренний ритуал, расскажет наш коллега Евгений Никифоров. Давайте узнаем, что сегодня на посредухе. Отличное утро для того, чтобы начать бодрый день. 6:20 утра, среда, и я отправляюсь на традиционное велосипедное мероприятие, так называемую посредуху. Это, по сути, кофейная церемония. Каждую среду летом в 6 утра велосипедисты города Якутска собираются на площади Ленина, чтобы отправиться в какое-нибудь интересное место, сквер, парк, какое-то общественное пространство, и там провести кофейную церемонию. Попить кофе, поесть вкусняшек, пообщаться, зарядиться бодростью перед рабочим днем. Отличнейшее утро среды, солнечное, и вот начинают собираться участники. Привет, привет. Ничего себе.
Вот такие вот посредушники приезжают иногда. Собака кофе пьет. Мероприятие проходит в летний сезон уже 4-й или 5-й год подряд и направлено на то, чтобы люди могли пообщаться, немножко выйти из зоны комфорта, ну еще бы 6:30 утра перед работой зарядиться позитивом, энергией и, окрыленные кофейным ароматом, общением с единомышленниками, двинуть на работу. Кофепитие должно быть комфортом. Именно поэтому многие возят раскладные стулья. Так. Вода. Мероприятие из обычного кофепития в первый сезон превратилось в полноценный завтрак. Многие приносят с собой выпечку, зачастую это домашние какие-то кулинарные изыски. Были посредухи, когда мы, помню, готовили омлет, салаты, бутерброды. Сегодня первая посредуха в этом сезоне, открытие сезона. Поэтому, ух ты, смотрите, какая вкуснятина. Поэтому выбор блюд здесь очень-очень большой и изысканный. Природа в центре города – это божественно. Благо, для того, чтобы выехать в какой-то лесной массив, в Якутске нужно проехать всего лишь 5 километров и 5 минут. Выглядит, как будто мы в лесу, но на самом деле мы в самом центре города. И наслаждаться сейчас будем нереальными вкусняшками. Ведь все это ради вот таких вот моментов. Смотрите, у нас есть даже возможность сделать капучино, потому что подогретое на газу молоко, капучинатор в маленьком стаканчике. Вот так вот это все выглядит. На посредухе пьют не только кофе, но и чай. Зеленый чай очень полезен для здоровья, говорят, помогает похудеть. Не знаю, так это или нет. Итак, кофе заварился. Теперь обязательный процесс – это прессование. Собственно, поэтому этот девайс называется French Press, французский пресс, для того, чтобы отжать весь смак. Таким образом. Так, отлично. И сейчас можно разливать его по стаканам. Бариста Александр, наливайте. Здесь уже есть молочная пенка, и это полноценный капучино, друзья. Ну, конечно же, что за кофе и вообще завтрак без витамина С? Мандаринки, солнечный фрукт, или это апельсины, да. Ну что ж, спасибо этому скверу за сегодняшнее наше чаепитие, кофепитие, за гостеприимство. Посмотрите, уже какая красота. Березы распустились, все в зелени. Проводите время активно, лето у нас короткое, старайтесь урвать каждый солнечный кусочек этого лета. Общайтесь с друзьями, с единомышленниками. Всем удачи, счастья и радости. Ну, в целом, вообще очень атмосферное событие. Каждую среду происходит. Поэтому, друзья, вливайтесь в велодвижение, садитесь на велосипеды, потому что лето у нас короткое. Лето очень короткое. Но вообще лето — время, когда наши дети уходят из школьных классов, но не перестают учиться новому. Самое интересное начинается именно в кружках, секциях и творческих мастерских. А лучшие практики дополнительного образования сейчас соберутся воедино. 10 и 11 июня в Чурапчинском Улусе пройдет крупный форум работников этой сферы. О том, кого там ждут, чему научат и почему это важно для каждого родителя, мы поговорим с нашей гостьей в студии. У нас в гостях заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Екатерина Александровна Сокольникова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, почему форум решили провести именно в Чурапчинском Улусе? Это первый вопрос. Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» форум педагогов дополнительного образования проводится уже второй раз. Почему Чурапчинский Улус? Потому что по всем направленностям дополнительного образования Чурапчинский Улус в лидерах. Недаром в рамках спартакиады школьников «Спортивные якутяне»
Улус занял второе место почетное, с чем мы их и поздравляем. Но, как говорится, тут сошлось все: время, место. Это на берегу реки прекрасной Амги, на базе летнего профильного лагеря «Кустук», Центра дополнительного образования «Радость» в селе Мандагай. Ну, по-моему, сюда. Звучит идеально. А скажите, а кто соберется на площадке? Только педагоги или родители тоже могут поучаствовать? На площадке у нас в рамках форума приедут более 300 участников, в том числе педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-наставники, специалисты подведомственных учреждений Министерства образования и науки. Также у нас приглашенные эксперты примут участие. Это Институт развития повышения квалификации, Институт новых технологий, Институт Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий и многие другие. Конечно же, родители могут принять участие в наших мероприятиях в рамках форума. У нас проводятся выставки декоративно-прикладного творчества «Уранус Тартюхельгелере», выставки станции юных натуралистов. Приглашаем гостей, родителей. А какая вообще главная цель форума? То есть для чего собираются столько прекрасных педагогов, чем поделиться? Наш республиканский центр курирует деятельность всех учреждений дополнительного образования. И, конечно же, для нас главная цель – это повышение профессиональных компетенций наших педагогов, также распространение передового педагогического опыта. Ну и, конечно же, сегодня, когда очень важно не только традиционные наши методы вовлечения детей в дополнительное образование, а развитие, программы развития учреждений. Нужно сказать, что в образовательный процесс очень сильно у нас входит сейчас искусственный интеллект, новые цифровые платформы, сервисы. И, конечно же, в работе наших педагогов это очень важно. Принять новые методы, посмотреть, как это работает, как это принять в своей работе с детьми. Интересно. Ну вот, если провести, может быть, какую-то статистику, вот какие направления дополнительного образования сейчас у детей в Якутии особенно популярны? Ну, по итогам прошлого года охват детей от 5 до 18 лет составил 89%. Да? Но если посмотреть по статистике, популярными же, конечно, остаются традиционные направленности. Это художественная, физкультурно-спортивная и, конечно же, популярность сегодня приобретает технические направленности, где занимаются 28 тысяч детей. Да? Конечно же, хотелось бы увеличить охват по данному направлению, но это зависит от кадровой обеспеченности наших учреждений, и, конечно же, технические возможности учреждений дополнительного образования. Использование, как я уже сказала, искусственного интеллекта, новые введения, все эти направления мы будем рассматривать, да, в рамках всей эти темы, в рамках нашего форума тоже. Ну, а привезут ли участники какие-нибудь показательные мастер-классы, вот как раз, может быть, в сфере новых технологий? Мастер-классы у нас есть много, в том числе и по использованию искусственного интеллекта, также по наставничеству, по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, по проектной деятельности с обучающимися. Будет очень интересно. Расскажите, какие еще мероприятия запланированы в программе форума? Программа форума у нас большая. Проводятся у нас семинары по гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию. Будут площадки по концепции развития дополнительного образования до 2030 года, развитию детско-юношеского туризма. Также дискуссионная площадка по направлениям развития дополнительного образования, методических служб развития. Дальше будет проведен методический кахатон, проектная сессия
Ну, программа очень такая большая. Насыщенная Также, программа. да, насыщенная, Да? да. И также пройдут 2 больших конкурса профессионального мастерства: лучший методист дополнительного образования и конкурс «Профгид». Это конкурс профориентационных практик для педагогов-наставников дополнительного образования. А кто будет принимать участие? У нас принимают участие в республиканских конкурсах. Уже прошел отбор участников. 10 участников у нас примут участие в конкурсе «Лучший методист года» и 8 участников в конкурсе «Профгид». Вы отметили, что форум будет проходить на берегу нашей прекрасной, красивой реки Амга. Конечно, хочется там, скорее всего, будет все очное участие, но будет ли возможность, допустим, как-то онлайн, какие-то, допустим, ВКС или еще что-то? Ну, половина мероприятий у нас проводится в Амгинской школе. Почему спрашивают Амгинская, да, хотя находится в селе Мандагай Черептинского вуза. Ну, так как школа стоит на берегу реки Амга, соответственно, Амгинская школа, да, проводится мероприятие у нас в первой половине 2 дня в рамках школы. Если позволит нам связь, да, конечно же, подключение ВКС это возможно. Но в основном у нас очное мероприятие на базе летнего лагеря. Да-да-да. Поэтому приезжайте. Приезжайте. Ну, приглашаем гостей, жителей, педагогов, наших коллег, да, принять участие в работе нашего форума. Ну, форум — это площадка, да, площадка прежде всего для общения соратников, единомышленников, площадка для обмена опытом, да, и, ну, конечно же, будет очень интересно. Приглашаем. Спасибо большое, очень интересно уже. Желаем, чтобы форум состоялся успешно, ну и, конечно, узнаем, кто будет победителем. Да. Спасибо. Но у каждого дня своя душа. Кто-то родил гениальное изобретение, кто-то совершил подвиг, а кто-то просто написал письмо, изменившее мир. Ну, давайте перелистнем страницы истории вместе с рубрикой «Даты и события». На календаре 9 июня. Сегодня отмечают Международный день друзей, Международный день архивов, Всемирный день мотоциклиста и Всемирный день аккредитации. По народному календарю Федорин день. На Руси Федору называли колючий на язык. Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье. В этот день в 1737 году вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. В 1904 состоялся первый концерт Лондонского симфонического оркестра. В 1945 учреждена медаль за взятие Берлина. В 1993 в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». В этот день родились Федор III Алексеевич, русский царь, старший брат Петра I. Петр I, первый российский император, царь-реформатор. Джордж Стефенсон, английский инженер-механик, изобретатель паровоза. Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Натали Портман, американская актриса театра и кино, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Именины сегодня у Ивана. В наших рубриках мы часто произносим слова в начале, впоследствии, наконец. А теперь вопрос, как вы их напишете? Слитно, раздельно или через дефис? Если задумались, значит, тема для вас актуальна. И сегодня в рубрике «Говорим правильно» разбираем правописание наречий и их амонимичных родственников, тех самых слов, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Не попадитесь в ловушку. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами поговорим не о коварстве русской орфоэпии, а о коварстве русской орфографии, а точнее о правописании наречий и слов, амонимичных им. Амонимичных, значит, совпадающих по звуковому и графическому составу. Дело в том, что эти слова приносят очень много хлопот, особенно выпускникам школ, которые сдают ЕГЭ.
Вот как правильно написать слово «на утро» в следующем предложении? Давайте его прочитаем. В течение суток Ольга ждала вестей. На утро в дверь постучали. Дело в том, что слово «на утро» можно написать и слитно, и раздельно, в зависимости от того, какая это часть речи. Если это существительное с предлогом, то стоит писать раздельно. Например, экзамен перенесли на утро. Можно между словом «на» и словом «утро» вставить слово «завтрашнее». Перенесли на завтрашнее утро. А вот если слово «на утро» можно заменить наречием «утром» или «утром следующего дня», то тогда слово «на утро» стоит писать слитно. В нашем предложении как раз такой случай. Можно сказать «утром в дверь постучали». Значит, слово «на утро» нужно писать слитно. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Всем доброго утра, кто к нам только присоединился. Сегодня снова вторник, а значит время для нашей ювелирной игры. Мы дарим вам возможность получить талисман успеха от ювелирного дома Керге. 2 прошлых талисмана уже у своих хозяев, а кто же получит следующий, узнаем завтра. Но условия, как обычно, просты. Во-первых, нужно быть подписанным на наши соцсети. Это телеграм-канал «Утро Якутии» и наша группа в Максе. А второе – это оставить ответ на простой вопрос под постами в наших группах. А вопрос звучит так. Какие шаги делаете вы, чтобы стать успешными? То есть можно прокомментировать либо в Телеграме, либо в Максе. Важное изменение. Теперь вопросы будут учитываться и в Телеграме, и в Максе. Так что оставляйте свои ответы, где вам удобнее. Ну а как мы выберем победителя? Завтра в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел мы выберем счастливчика. Оставляйте свои ответы и включайте наш эфир «Утро Якутии» завтра в 7:00 на телеканале «Якутия-24». Ну и желаем всем удачи. Да, может быть, именно вы станете обладателем талисмана на удачу. Ну, а сегодня давайте поговорим о том, что волнует каждого родителя, чей ребенок стоит на пороге взрослой жизни. Оценки, репетиторы, ЕГЭ. Но за этой гонкой мы часто забываем спросить у самого главного человека, а чего хочет он. Как помочь подростку найти дело по душе? Не навязывать, а направлять. Поговорим о главной семейной инвестиции в счастливое будущее в выборе профессии. Доброе утро, Якутия! Выбор профессии – это, пожалуй, одно из самых важных решений в жизни человека. Для подростка этот процесс часто связан с тревогой, с давлением общества, со страхом ошибиться. И зачастую родители сами не знают, как помочь ребенку в этом непростом деле. Самое главное правило для родителей – это быть консультантом, а не диктатором. Зачастую родители пытаются реализовать свои какие-то задачи, свои амбиции через детей. Например, родители говорят: «Я хотела быть врачом, давай вот ты станешь врачом». Конечно, дети стараются и могут согласиться на то, что предложил им родитель. Но впоследствии они могут столкнуться либо с выгоранием, либо с претензией к своим родителям. То, что это был не мой выбор, это вы мне навязали, и этих претензий будет очень много. Родитель может помочь ребенку изучить самого себя изнутри. То есть так называется профориентация изнутри. Можно сесть и обсудить вместе с ребенком, какие у него есть интересы, какие у него сильные и слабые стороны, что у него лучше всего получается, какие ценности у него есть, внутренние ценности, на что он ориентируется, что он сможет сделать, а что не сможет сделать. И это будет интересно как для ребенка, потому что детям нравится изучать самих себя, так и полезно будет для родителей, потому что, возможно, они здесь взглянут на детей совсем с другой точки зрения. Знакомьте ребенка с миром профессий. Очень полезно будет посещать какие-то выставки. Очень много организуется профориентационных туров в разные города, куда можно прямо с классом отправлять детей, для того, чтобы они посетили как можно больше вузов и могли подобрать то, что им больше всего откликается. Также это будет возможность для ребенка для того, чтобы посмотреть, какой город вообще, подходит ли ему город, подходит ли климат, вообще как там люди живут. И ребенок уже будет туда ехать и примерять это на себя. Также ребенок может участвовать в различных олимпиадах, в различных научных практических конференциях, чтобы именно определиться с направлением, куда лучше ему углубиться.
Самый надежный способ понять, твое это или нет, это именно попробовать себя в этой профессии. Какая-то практика, например, устроиться куда-то на подработку. Также сейчас очень популярно волонтерство, когда дети могут подойти и сказать, что мы хотим поучаствовать в вашей организации, и чаще всего идут навстречу работодателей и трудоустраивают, помогают, устраивают экскурсии. И здесь уже ребенок сможет на практике понять, подходит ему эта профессия или нет. Когда вы определились уже с интересами, то тут уже можно будет подобрать, в какое учебное заведение дальше идти. С ребенком можно будет сесть и посмотреть, необходимо ли именно высшее образование или достаточно будет среднеспециального образования, в какой колледж может пойти или в какой вуз может поступить ребенок. Также с ребенком нужно будет обсудить актуальность, насколько это будет актуально через 10 лет, через 20 лет, чтобы ребенок уже понимал, какую тенденцию и где и как он может будет применить свои знания. Также очень важно иметь запасной вариант, то есть не делать акцент только на одном. То есть поступаешь только в это высшее учебное заведение, а если ты туда не поступил, то есть такой вариант тоже может быть. Также очень важно с ребенком обсудить страхи и сомнения. Дети очень боятся ошибиться. И очень важно объяснить ребенку то, что не страшно менять профессию, то, что профессию в течение жизни можно поменять вообще несколько раз. И чаще всего бывает так, что именно хобби начинает приносить доход. Лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы помочь ребенку при выборе профессии, это просто быть рядом, задавать ему правильные вопросы, направлять его в нужное русло и верить в него, самое главное, и поддерживать. Вообще есть еще одна проблема, что современные подростки буквально не расстаются с смартфонами. Общение, учеба, развлечения сегодня многое происходит через экран. Но где проходит граница между обычным увлечением гаджетами и настоящей зависимостью? Какие сигналы должны насторожить родителей и как помочь ребенку сохранить баланс между виртуальной и реальной жизнью? Об этом поговорим с кандидатом педагогических наук, педагогом, методистом и профориентологом Анной Гумницкой. Доброе утро. Доброе утро. Вот как понять, как обычное увлечение телефоном уже становится зависимостью? То есть, вроде сидит в телефоне, не все сейчас сидят в телефоне. В чем разница? Но обычно мы делим на детей скучающих и детей, кто действительно зависим. Таких детей меньше. Но есть такой обычный домашний тест. Вы можете попросить ребенка, который уже больше часа сидит в гаджете, например, в ноутбуке или в телефоне. Допустим, кто-то постучался в дверь или позвонил в дверь, и вы просите его открыть сразу в моменте. «Я занята». Если он спокойно встает, тут же вскакивает, бежит открывать дверь, более-менее нормально все у вас. Если же он говорит, сейчас, потом, подожди, сама открой, я занят, или вообще молчит, потому что он погружен, он гаджетозависим. Ну, а какие еще признаки у гаджетозависимости бывают? В основном это игнорирование базовых потребностей. То есть хочется спать, мы не спим. Хочется есть, мы не едим. Когда он не ест уже по режиму, это звонок номер 1. То есть когда вы обедаете, ужинаете, он ест за компьютером. Это многие ошибку делают это родители, когда потакают, лишь бы поел. Да, то есть он может закусничать, он может прийти ночью поесть, то есть режима нет. А для правильного здорового развития мозга должно быть не только режим сна, но и режим питания. Это обязательно. Многие даже игнорируют потребности даже сходить в уборную, они себя это терпят. Все, это очень плохо. Почему подростки особенно подвержены такой зависимости? Маленькие дети, там скорее вина родителей, да, а средние, уже спорно, а подростки это уже прям видно, что они совсем погружены и совсем привязаны к телефонам, к компьютерам, к планшетам, еще к чему-нибудь. Это зависит от развития мозга подростков. То есть в этом возрасте у подростков основные функциональные отделы мозга, некоторые, они находятся еще в состоянии развития. То есть мозг гибкий, но импульсивный. Они идут за тем, где эмоции. А гаджет, как обычно, это ресурс, самый яркий ресурс на сегодняшние эмоции. Это и канал общения с друзьями, и со всеми. Это и различный развлекательный контент. Это любая информация, которую ты можешь найти. То есть гаджет дает ощущение, что ты в теме, что ты в тренде, что ты не выпадаешь из этой жизни. В этом такая проблема. Быстрый дофамин, да? Это? Да. А сколько времени в день подростку можно проводить с гаджетами без вреда, если так можно? По рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, это 1,5 часа в день. Но надо задать вопрос, а что туда входит?
в эти 1,5 часа в день. Это очень мало для детей. Вот. Туда входит любой развлекательный контент, аниме, кино, сериалы, все что угодно. Но я бы исключила общение, потому что сегодняшний день гаджет — это основная форма общения. Как без друзей, как без одноклассников, ребенку обязательно нужно общаться. А так 1,5 часа в день. Ну, а правда ли, что запреты только усилят? То есть ты запрещаешь компьютер становится интереснее. Ты забираешь телефон становится еще интереснее. Да, это правда. Во-первых, нужно понимать, что здесь работает принцип запретного плода, который всегда сладок, да, это тоже свойство мозга. И второй момент, надо не забывать, что дети, рожденные в начале 2000-х, с 2012 года, это поколение Z, это поколение Альфа, они всегда росли в цифровой эпохе. Они другую эпоху не знают. То есть если мы с вами как-то еще помним время без гаджетов, да, когда мы бегали во дворе, придумывали сами какие-то игры, у них такого опыта нет, они в этом не виноваты. Когда я веду, например, у детей занятия по профилактике гаджетозависимости и даю задание, задаю вопрос, вот вы приходите в школу с кнопочным телефоном, у детей паника и страх. Не потому, что у них нет доступа в интернет, а потому что вот это ощущение, что ты изгой, белая ворона, у вас нет общего чата, ты не можешь общаться с другими, вам нечего открыть, поделиться, скинуть. То есть ощущение, вот этот иерархический инстинкт, что тебя со стаи теперь выгонят. Вот это они боятся больше всего. Ты уже не в тренде, ты уже не со всеми. Ну, в том Всё. возрасте это как будто самое Это главное. катастрофа, Да, потому что основной вид деятельности у детей здесь общение, не учеба у подростков. А как родителям можно правильно договариваться с детьми насчет использования гаджетов? Да, сначала купим, потом договариваемся. Да? Здесь самый главный такой принцип. Когда мы покупаем любую технику, у нас что? Инструкция есть, да, какие-то правила использования. Но не с телефоном. То есть нужно до момента покупки телефона, либо в процессе мы договариваемся с ребенком. Есть правила, в зависимости от возраста. Кто-то договаривается 30 минут в день, там, час вечером и так далее. То есть непосредственно при покупке, а не после, когда это стало уже проблемой. Вот это будет правильно. Но после уже очень сложно. Он как будто еще телефон становится как личной зоной, да, и в то же время родителю как-то, допустим, даже пароль, да, как-то запросить у ребенка тоже немного, как не стыдно, ну, как будто ты вламываешься, да, в его личную жизнь. Получается. Да, но зависит от возраста. На самом деле это не проблема. Когда вы знаете правила, когда вы начинаете что-то новое, знаете правила, вы потом нормально их воспринимаете, вас же предупредили. То есть вы, если забираете потом телефон, вы же его не наказываете тем самым, а потому что у нас есть правила, которые ты не исполнил. В этом нет ничего страшного. Только делать надо в самом начале, а не потом. Ну, а какие занятия могут помочь родителям и детям отвлечься от гаджетов, помогают перестроиться на режим без зависимости? Это самая главная проблема и очень сложная. У вашего ребенка должны быть занятия, которые ему интересны. Это не просто интересы мои, да, это интересы, в которых у ребенка есть хоть немножко какого-то успеха. Например, подросток играет на гитаре. Вот ему нравится, его хвалят, он может выкладывать где-то свою игру, да, монтировать ее. То есть он чувствует, что я в этом немножко успешен. И вот это ощущение, это тоже дофамин. Но это не быстрый дофамин, это сложный дофамин. То есть я могу в чем-то расти. Также и в спорте, где угодно. То есть здесь нужно просто сесть с ребенком, согласованно найти вот эти интересы, в которых он будет развиваться. Вот эти интересы он не променяет на гаджеты никогда. Скажите, а как гаджеты влияют на учебу, сон и в целом на настроение подростков? Если это больше 1,5 часа в день, это влияет плохо. Во-первых, младший школьный возраст — это всегда проблема концентрации внимания. Это вот, как называют современные СДВГ, да, на них сильно влияет. Во-вторых, это огромный хаос в голове, потому что уже проблема даже написать сочинение. То есть мы ничего уже не структурируем, выразить мысль свою нормально не можем, да, иноструктурно. Поэтому, конечно, именно большое количество проведения в гаджетах, оно создает такой некий хаос, когда и плюс еще огромная эмоциональная зависимость, то есть ты не можешь быть стабильным, ты не можешь вот нормально что-то реагировать. То есть в большом количестве мозг никогда не был, наш эволюционный мозг, готов к такому огромному количеству информации. То есть проблема именно в объеме. И она разная, она не полезная, как мусор для головы. Вот примерно так. Ну, это правда прям проблема. А как помочь ребенку, вот какими, может быть, особенно в младшем школьном возрасте, как помочь
решить проблему, когда она уже существует? Мгм. Но если она уже существует, я сразу говорю, это будет не быстро. Это нужно кому-то от 2 месяцев до полугода, кому-то до года. Нужно оттуда его, да, мягко как-то вытаскивать. Во-первых, вы проводите время вместе. Но время вы проводите вместе не как обычно. Допустим, вы пошли на мультфильмы в кино с ребенком, а вам неинтересно, вам скучно. Вы пошли с ним на фудкорт, вам тоже неинтересно, вы сидите в телефоне. Так проводить время не нужно с ребенком. Да? У него должно быть вот это ощущение, что родителю со мной интересно, потому что я важен, я значим. Тогда он там тоже сидеть не будет. Потому что нужно понимать, что дети, которые долго сидят в телефоне, их травмирует какая-то реальность. То есть это тоже не просто так. Да? Зависимость тоже формируется не то, что только на дофамине, а потому что этот мир реальный, что-то мне здесь не нравится, я чувствую себя не так хорошо, как в телефоне, где я герой. Да, где там я играю, у меня там прокачанный аватар, я там красавчик, а в жизни нет. Поэтому здесь первое, что нужно делать родителям, это найти общие интересы с ребенком, которые и вас будут делать счастливыми. Потому что когда ребенок видит, что родитель счастлив, у него происходит в голове закреп. Родитель счастлив сейчас со мной, вот мы пошли попрыгали на батуте, там, повеселились в бассейне. Да? Вот родитель счастлив, потому что я рядом. И вот тогда вопросов вообще не возникает. Ребенок очень боится потерять эту привязанность с родителем, поэтому он будет делать все по правилам. Спасибо. Спасибо большое. Очень полезно, я думаю, каждому, потому что это прям самая актуальная проблема на сегодняшний день. Пожалуйста. Но знаете ли вы, что у нас в Якутии есть проверенный веками способ борьбы с любой хандрой, включая теперь и экранную. Это время, когда после долгой зимы земля отдает нам свою первую, самую сочную зелень. Дикий лук – это не просто еда, это кладезь витаминов, запах лета и повод, наконец, выйти из дома. Подробности и аппетитные кадры в следующем материале. Вот, посмотрите, рвем его у основания. Он очень легко отрывается. И вот так вот. Собираю его. Смотрите, какая она у меня удобная. Вот так, эту сторону открываю и сюда ложу свой лук. Травница и нутрициолог Ирина Гаврилева знает толк в пользе растений. По ее словам, не зря каждый год люди выходят на охоту за этим кладезем витаминов. Это растение, первое наше зеленое растение, которое собирает население после наших дней, так, зимних дней. Да? Здесь содержится очень много витаминов. В луке есть К1 и К2 также. Наверняка многие мы принимаем витамин D3, и мы уже все многие знаем, что его надо принимать с витамином К. Смотрите, чтобы витамин D, а это наше солнце, чтобы он хорошо усвоился, чтобы он хорошо, чтобы наш организм, его запасы были хорошими, нам нужен витамин К2. При этом только запасать его на зиму и солить лук нерационально. Именно сейчас вместе с солнечным светом он максимально полезен. Возьмете чайную ложку зеленого лука, положите его на хлеб, это вы взяли суточную, даже чуть больше дозы витамина К. И идете гулять по делам, да, у нас день рабочий начинается. И вот эта синергия в течение дня, она накапливается. Для чего нам нужен витамин К и витамин D3? Да? Это кальций в костях, это работа сердечно-сосудистой системы, это работа иммунной системы и всего организма. Помимо всего прочего, в зеленом луке содержится в большом количестве витамин С. И раньше наши предки в отсутствие фруктов восполняли его, употребляя именно лук. Знатоки советуют собирать его до цветения, так как после лук становится жестким и невкусным. Сейчас же самая пора, поэтому желающим полакомиться лучше поспешить. Но если не повезет с урожаем, то в любом случае выход на природу будет только на пользу. Ведь вокруг такая красота, яркое солнце, цветущие луга нашего короткого северного лета сами по себе несут оздоровительный эффект. Так что успеваем насладиться. Туяра Филиппова, Иван Сорокомов, Якутск. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире.
Более 80 учеников Намской улусной гимназии имени Николая Хлопкова стали курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания воин. На базе гимназии начались военно-полевые сборы для 8 и 10 классов. За 5 дней интенсивного обучения ребята будут осваивать огневую подготовку, медицинскую тактику, управление БПЛА, научатся вести себя в различных экстремальных условиях. Программы будут стимулировать курсантов к дисциплине, развивать выносливость и уважение к товарищам, а также командной работе. Цели, задачи лагеря, конечно, намного шире и больше, да, и это и патриотика, и спортивная подготовка, и военная подготовка. Поэтому эти все, вот в целом, эти все как раз направления, мы думаем, что за эти 5 дней хватит. Российская креативная индустрия в этом году показывает рост, но, по мнению экспертов, рынок творческой самозанятости носит гибридный характер. Многие совмещают фриланс, занятость по найму и проектный контракт. Самой высокооплачиваемой творческой услугой в России с начала этого года стало предоставление прав на результаты интеллектуальной деятельности. Средняя выплата здесь составила 195 800 рублей в месяц на одного исполнителя. Таковы данные рейтинга платформы для эффективных и законных отношений с самозанятыми. На втором месте оказались режиссура со средней зарплатой в 131 100 рублей. Третью строчку заняли услуги по созданию декорации и оформлению пространства – 117 800 рублей. В республике продолжается конкурс мастерства среди рабочих профессий. На одном из конкурсных испытаний навыки и умения демонстрируют специалисты отделочных работ. Региональный этап всероссийского конкурса проходит в рамках нацпроекта «Кадры» на базе Якутского коммунально-строительного техникума. Отработанные 5 участников экспертная комиссия оценивает методы монтажа строительных материалов, принципы шпаклевочных работ и другие. Сейчас в Якутии строительство идет быстрыми темпами, поэтому такие конкурсы значимы для обеспечения профессиональными кадрами. Победитель регионального этапа будет представлять республику уже на федеральном уровне. Если говорить о том, что последние годы мы по специальным видам работ, это электроснабжение, вентиляция, лифт, то есть как бы по специальным видам работ, фасадной работы у нас по местным кадрам у нас увеличение наблюдается, да, то есть больше местных начинают работать в этом направлении, то по отделке у нас остается дефицитом то, что замещается прибывающей силой. И мы вот это направление путем организации таких конкурсов, популяризации профессии, да, вот отделочных мастеров, отделочных работ и также вот обучение подрастающее поколение мы планируем увеличивать. 2026 год в Верхневилюйске объявлен годом сельского хозяйства. Итоги работ уже видны. Из бюджета села по статье сельского хозяйства выделили средства на приобретение более 400 кур-несушек. Заявку подали 80 семей. Обязательным требованием было наличие частного дома. Отстояв очередь, все получили по 5 голов кур бесплатно. Теперь до поздней осени у семей ежедневно будут свои свежие яйца. Отличная помощь нуждающимся, к слову, сейчас, когда цены на яйца в магазинах заметно выросли. Купили где-то 420 голов с города Якутска, с птицефабрики. Вот это кур мы выдаем многодетным, малоимущим и участникам, семье участникам СВО. К этому часу это вся информация. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а следующие 5 минут не для слабонервных. В рубрике «Книжная полка» книга, которую сравнивают с «Властелином колец» от мира хоррора, только без хоббитов и надежды. «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти. История банды охотников за скальпами на американо-мексиканской границе 19 века. Прямо сейчас расскажем, почему этот роман называют лучшим за последние 50 лет. Сегодня я хочу рассказать про книгу «Кровавый меридиан» автора Кормака Маккарти. Это американский писатель и сценарист. По его книгам сняты такие фильмы, как «Старикам тут не место», «Дорога», ну и другие фильмы. Эта книга «Кровавый меридиан» — это вестерн. Действие происходит на Диком Западе. Скорее всего, по этой книге не выйдет фильма, потому что в ней автор описывает довольно жестокие вещи, которые происходили в то время. Индейцы, ковбои.
Главный герой книги – это мальчик, у которого нет имени, его зовут Малец, но главным героем его можно назвать только технически, потому что главный герой, скорее всего, тут сам Дикий Запад и что в нем происходит. Сам мальчик, он отступает на задний план, и центральное место занимает фигура главного антагониста книги, наверное, это судья. Судья воплощает в себе всю первобытную жестокость, которая есть в человеке. Он совершает ужасные вещи. И через судью автор исследует природу жестокости. Судья говорит, что он никогда не спит, что он никогда не умрет, и что все его любят, что жестокость, она есть в природе человека. Спасибо за внимание. Ну что, друзья, на этом мы завершаем наш эфир сегодняшний. Напоминаем, что у нас ювелирная игра в телеграм-канале в Максе. Буквально после этого эфира уже будет выложен пост, поэтому участвуйте. Может быть, вы именно станете счастливчиком и получите талисман. До завтра. Всем хорошего дня. Пока.